Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gaguz Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по вопросам, которые важны для обсуждения в обществе, и делаем это с интересными людьми. Есть люди, которые пишут длинные тексты, а есть те, кто умеет одной фразой обнажить суть разных явлений в обществе. Друзья, сегодня в нашей студии человек, для которого мысль должна быть точной, как формула, и честной, как зеркало. Он умеет говорить коротко и попадать точно. В его текстах ирония, критика власти, размышления о морали, ответственности и цене слова. Он пишет о свободе, о гражданской позиции и о том, почему общество часто слышит лозунги, но не слышит смысл. Поговорим о правде, иронии, ответственности за сказанное. И вообще, можно ли одной строкой описать общество точнее, чем целым выступлением? Друзья, мы с Еленой Карамид готовы начать эту дискуссию. У нас интересный гость, как вы понимаете. И вам мы предлагаем, конечно, подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки нашим дискуссиям. Таким образом, вы помогаете нам расширять нашу аудиторию. Ну и помните, чем больше единомышленников, тем крепче наша Молдова. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии автор афоризмов, публицист Василий Русев. Василий Русев сам о себе. Родился и живу в городе Чедерлунга. Мое воспитание повлияло на мое познание жизни. Моим близким собеседником, честным и откровенным, была природа. Чтобы набраться вдохновения, я шел в лес. Творческими родителями были Федор Михайлович Достоевский и Николай Васильевич Гоголь. Ползать я стал, начиная писать стихи. Встал на ноги уже с прозой. Потихонечку взрослело перо, которое уже не может молчать. Так я и дошел до 70 лет. Лаконичность – мой любимый стиль изложения. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, очень приятно встретиться с вами. Спасибо. И давайте начнем с тех лайков. Я тут в анонсе говорила, что мы предлагаем ставить лайки, и вы высказали свою точку зрения, что вы категорически против этих лайков. Лайк – это такая вещь, которая вас обязывает. Если мне поставили лайк, вот, я как бы должен и сам поставить. Это некий вид торговли, на мой взгляд. И для меня важен не лайк, а важен просмотр. А что останется внутри человека, я не знаю. И надеюсь, что что-то останется. Спасибо. Наверное, все мы живем в этом мире, и мы интересуемся тем, что происходит вокруг нас. Где-то мы с кем-то делимся своими мыслями, впечатлениями. Вы выбрали вот очень интересную манеру высказывать свои мысли. Как сказала Екатерина Федоровна, ваши мысли очень лаконичны, они ложатся в строчке, в двустишие, в четверостишие. И именно так вы выражаете свои мысли, свои взгляды на жизнь, в автономии, в стране, вообще на отношения между людьми. И вот мы сегодня, у нас получается ваша биография такая вот необычно представленная сегодня нами, да и выпуск, наверное, получится таким же необычным, потому что мы сегодня предлагаем отталкиваться не от наших вопросов, а мы предлагаем отталкиваться именно от этих ваших мыслей, коротких, глубоких. Давайте попытаемся разобраться, что в них. Я начну, пожалуй, с гагаузского языка. Давайте с гагаузского. Это очень актуально. Я люблю гагаузский язык. Люблю оставаться с ним наедине. Люблю мыслить по-гагаузски. Но очень жаль, что потихонечку мы утрачиваем этот язык. И беда в том, что наши родители в лице автономии не говорят на нем. Если она была лавиде рус дилинде, ушаклар гагауз дилинде лафетничек. Ребенок говорит на языке матери. Если ребенок даже в чреве матери слышит гагаузский язык, и я уверен, что какая-то связь есть через кровь, питание, чувство материнское, оно передается.
И очень жалко, что оно уже утрачивается. И я очень надеюсь, что мы вернем гагаузский язык на должный уровень. Hadi laf edelim o zaman Gagavuz dili içi laf etmek doğru ama hadi laf edelim Gagavuz dilinde. Çünkü bizim seyircilerimiz de çok sıra söylüyorlar hani siz laf ediyorsunuz Gagavuz avtonomiyanın problemaları için, dili için ama siz kendiniz de laf ediyorsunuz Rusça. Biz bunu yapıyoruz onun için açıkladık bunu taylıktan. Hani daha çok insan seyrederken anlasın ne söylediğin problemalar var bizde avtonomiyada. Hadi Gagavuzca laf edelim de gösterelim hani Gagavuz dili içi var nasıl laf edelim Gagavuzca. Söyleyeceğim bir iş. Avtonomiyada bizde diyor insan kim kullanır? Lan beyinsin dilsat Gagavuz dilini. Beyinsin kendini. Açan adam beğenmer Gagavuz dilini, o beğenmer kendi kendini. Canım acayır açan ben bakarım. Ne olayı Ricarda? Büyüttü ana baba. Bizim analar babalar verdi yüreğini. Kanı geçti bize. Lazım unutmama. Lazım bizim dili götürmeye ileri. Bizim dil bence yazarım. Pek tatlı. Bizim dil pek koyu. Ondan varınca söyleme çok. Pek çok. Ben de savaşırım. Söylemeye Gagavuz dilinde pildalar. Bakın ne güzel laf da pilda, prитчи. Pilda laf, ben bu lafı işittim bizim Mali'den, Mamu'dan da o kaldı beyinde. Вот. O için ben derim pilda. Ama Bibliya için laf ederken kullanırdılar daha çok pilda söylediler. Pilda, da. Bibliya laf ederken. Biz bildi oradan geldi. Benim mamam veriş insandı. İnançlı. Bizde семьяda pek интересно. Hadi Baba anladım. baptiste, a mamu православный. Sabahleyin uğrardılar kapıya. Ben de vardım motocikla с коляской. Mamayı götürerdim kiliseye. Babayı götürerdim baptistki eve. No söyleyeceğim size, ne sonra anlaşardı? Yoktu kavga. Gelerdim papa okuyar Bibli'yi. Mamu, kandil. Bizim Gagavuzlarda kandil öyle bir iş hani iksider yani. Ben pek bir inerdim açan sündürerdi lampayı ben küçükken. Da yanardı sat kandil. Öyle yumuşak şavkun, öyle onun tatlı şavku. Dinlenir öğren, imşer öğren. Bir kandilden. Bir kandilden. Hem açan kandil yanıyor, yüksek ses işitilmiyor. Ne güzel. Biz sansit öyle karşıyarız Allah'ın lafından. Allah'ın lafı büyük. Pek Siz o kadar güzel söylediniz Gagavuz dilini lazım ne için? Hem de kendi laflarını da inandırdınız. Böyle güzel kullanarak Gagavuz dilini. Ama ne yapalım biz açan bizde Gagavuzya'da pek çok sıra sürüyorlar hani dil lazım bize Gagavuz dili. Bizim ex-speaker Kişnyov'da, televizyonda bütün devlet vardınca işitsin onun laflarını işitti de o söyleden yani biz gideceğiz Gagavuz dilinin. Ne lazım o bize? Siz ne varınca söyleyesiniz? Böyle insanlara kim var bizim aramızda, kim var kuvvette, bugünkü günde avtonomiyada. Ne lazım bize Gagavuzlara Gagavuz dili? O adam büyük. Ne söyleyeceğim bu lafları o söyledi dil derin fikirden. Açan adam söyler böyle lafları hani dil lazım. O der ben kimsine dil lazım. O büyük adam öyle bizim dili götürsün ileri. Ben sayıklarım hani de söyledim size hani nice Ekaterina Fyodorovna hem nice siz edersiniz Gagavuzça benim mayılım gider. Oluydu bizim deputatlar hem başkan öyle güzel laf etsini bana gelir hani bende kahvelişiydi umut sabahki güne karşı. Sizde yok mu Sağ olun. şöyle? Sizin de diliniz güzel hem de biz bilirsiniz mi çok insan Gagavuzya'da öğreticiler kim hani Gagavuz dilini götürüyorlar. Uşaklar da var çoğuları biliyorlar Gagavuzca ama biz Lena Fyodor'la çok sıra geldik bu fikre hani açan kuvvette bulunan insanlar bu dili kullanmıyorlar. Olmuyor başka insana da bu örnek gibi. Da biz bunda görüyoruz bir bela. Çünkü bu bela kuvveti kullanan автономия kullanan insanlar laf etmerse de Gagavuzca dil çekirdeği oradan yıprama. Ona inan kalmıyor.
Pek çok sıra bize öyle söylerler hani lazım analar babalar laf etsin uşaklarının gagavuşça, ailelerde o zaman uşaklar da birinci gagavuz dilini. Bu doğru. Ama kim bunu söyler onlar savaşır birazcık aksanti kendinden geçirmeye aileye. Birazcık kendini yöne koymarlar. Hani hem çok bize bağlı. Onlara kim büyük kuvvette. Niçin diye en büyük örnek bütün avtonomiya biziz. Biz bugün varız başkan, biz bugün varız halk topluluğunun deputatı ya da halk topluluğunun başı. Zira bugün var avtonomiya. Avtonomiya var, zira var öyle bir halkınca gagavuzlar. Halkın da bir pek önemli payı o dil. Bugün yoksa dil yok deputat da yok, başkan da yok kimsey. Siz pek güzel kendi bakışınızı Rusça ama açıkladınız gagavuz diline. Biz isteriz gösterelim bizim seyredicilere de. Önce siz yazırsınız gagavuz dili için Rus dilinde. Глаз вопиющего. Bekim bir parça tanıtım yapalım. Hani biz bugün laf edeceğiz hem Rus dilinde hem gagavuz dilinde. Seyirciler de bunu bilsinler. Да. Siz yazırsınız. Глаз вопиющего. Родной язык бьет в колокола. На службу никто не приходит. Церковь гагаузского языка пуста. Могилы предков скорбят. Derin bir fikir. Söyleyeceğim hani могу на русском. Да. Тенджи size yakışıyor. Haydi Rusça laf edelim. Rusça çıkardık bu цитатамыз. Это боль. Вот эти слова, это боль моей души. Можно еще раз их на экран, простите, чтобы и зрители еще раз. Вот боль в чем? Вот давайте посмотрим еще раз на этот текст. Родной язык бьет колокола, на службу никто не приходит, церковь гагаузского языка пуста. А что для вас церковь гагаузского языка? Вот в этом изложении вашей мысли. Церкви не будет, если не будет священника в нем. А священником должна быть глава автономии и его окружение. Вот где все прячется. В моей семье воспитание ребенка, каким он будет большей частью, зависит от меня. И я, зная это, я учил своих детей читать. Писать они научились раньше, чем пошли в школу. В шахматы стали играть раньше, чем пошли в школу. Вот. Я пытался дать. Они потом покажут себя. И вот, я благодарен. Мне кажется, что мои дети достойно несут нашу фамилию, наш язык. Вот. Они говорят на гагаузском языке, Они ваши говорят, дети? причем хорошо говорят. И они такие остроумные, такие... У нас в семье, когда мы собираемся, очень своеобразно, весело. Но это не о нас. Что касается дальше. Я, честно говоря, дожил до этих лет, я не понимаю, как там не понимают причины вещей. Простите за нескромность, но я готов пойти им прочитать лекцию. Ну, давайте, надо предлагать. Неужели так нельзя, так непонятно? Другой вопрос, А что надо понять? Можете уточнить? Что вы хотели бы, чтобы власти поняли? Ачан Дьерсен Сюкардан, вы имеете в виду власти, да? Власть должна полюбить себя. Если ты себя не полюбишь и свой язык. Полюбил себя, любишь свой язык. Сегодня любовь распространяется только на деньги. Ой, какое огромное значение стали играть деньги. Они захватывают дьявольский человек и пожирают его, прямо аж течет кровь вот везде. Да, деньги нужны, я не спорю. Деньги дают уверенность, деньги, может быть, прорезают путь вперед. Я не против денег. Я против того, что не хватает мудрости. Особенно у тех, кто управляет. Мне печально это. Я бы, как говорится, было бы интересно, вот здесь, если бы сидел Башкан или еще кто-то, и я подискутировал. Думаю, было бы полезно. И мне было полезно бы, зрителям, и было полезно ей. То есть вы готовы были бы на какую-то такую встречу с людьми, которые сегодня руководят автономией? Давайте мы попробуем пригласить сюда в следующий раз вас и одного из представителей руководящих органов Гагаузии, скажем, исполняющего обязанности Башкана или исполняющего обязанности спикера Народного собрания Гагаузии. Можем сделать такой эксперимент? Можно сделать. Здесь я бы в этом эксперименте больше слушал бы, что он сказал.
потому что мне очень любопытно, как они видят. А вы не имеете возможности их слушать? Нет. Когда есть очная встреча, ты зажат обстоятельствами. Ты не можешь отойти, ты не можешь увильнуть. Это обязывает быть более откровенным. И вам интересен такой диалог, да? Конечно, потому что в прямом эфире врать тяжелее. А вот когда отдельно, что там можно все что угодно. Вы знаете, очень часто, когда мы поднимаем тему гагаузского языка, нам говорят о том, что нет проблемы с гагаузским языком, вы ее искусственно создаете. Вот Кишинев создает эту проблему, здесь у нас этой проблемы нет. И буквально вот на днях в Камрадском государственном университете состоялось мероприятие, которое было посвящено 35-й годовщине образования Камрадского государственного университета. И вот на этом мероприятии выступила президент страны, и она опять акцентировала внимание на том, что проблема есть. Обратите внимание на эту проблему. Давайте мы посмотрим отрывок из ее выступления, а потом продолжим наш разговор. Что думает один из представителей власти о гагаузском языке? Праздничные события – это еще и повод для размышлений. Вы знаете, бывают такие моменты, когда мы можем взглянуть на то, что мы уже сделали, и подумать о том, что мы хотим оставить после себя. И порой нам нужно говорить и думать не только о достижениях, но и о нашей ответственности. Если заглянуть в будущее, то я считаю, что одним из главных приоритетов университета и всей автономии должно стать сохранение гагаузского языка и культуры. Мы не можем игнорировать сегодняшнюю реальность. Гагаузский язык находится под угрозой исчезновения. А когда народ теряет свой язык, то он утрачивает свой исторический ориентир, свое единство и саму преемственность поколений. Если язык не говорит, если язык не живет, то начинает молчать весь этнос. И в конце концов происходит его исчезновение. А в чем для вас суть гагаузской автономии? Вот так высказалась президент. У вас есть претензии к сказанному? Бывало у вас в детстве, когда вы отводили ребенка в садик, и вы брали за руку, и он не хотел идти? Да, конечно. Но Много невозможно дотащить ребенка в садик, если он не поднимается на ноги. Ребенок, когда на ногах, я подаю руку, он идет. Так я полагаю, что и центр готов подать руку, но надо, чтобы мы стали на ноги и хотели идти. Вот в этом уверяю, что наша беда, что мы беду ищем не там, а надо искать в себе. 100% все в себе. И когда мы начнем с себя, я думаю, что мы многое поймем. У вас была одна очень интересная цитата, и давайте я вам ее зачитаю. «Гагаузия – гордая птица, у которой используют только острый клюв, но забывают, что есть крылья. Сомнение, как ядовитый змей, шумит в мое ухо». Что, на ваш взгляд, является крыльями Гагаузии? Я думаю, что крыльями является мудрость. Вот если хватает мудрости, ты полетишь. Клюв – это самое простое. Клюв рвет. Тут много ума не надо. А вот крылья, человек озирается кругом, видит красоту, летит туда, куда хочет. Клюв – очень страшное явление. Ну вот два таких символа, да, клюв и крылья. А сейчас Гагаузия больше что использует? Сейчас у Гагаузии крылья состоят из клюва. Крылья состоят из клюва? Да. Поэтому все-таки надо отдать крыльям должное. Я думаю, что придет то время. Я очень, во всяком случае, надеюсь на это время, потому что все они выросли от родителей, которые говорили и любили свой язык. Я вот вам говорил же, как только сегодня, вот я взрослый человек, слышу где-то бьет гармошка и барабан, у меня такое сладкое ощущение внутри, вот как будто наше родное, гагаузское. Сейчас немножко более современное все, там электроника, но вот этот барабан и гармошка, во всяком случае, в моей памяти так
оно Ну да. очень сладко откликается То есть для у вас меня это внутри. что-то с народной музыкой связанное, Вот. да? И с народной языком, понимаете? Вот, традицией. вот Мелодика язык- языка. Мелодия, музыка, она очень переплетается с чувствами человека, переплетается с его любовью. Они не могут быть друг от друга одни, они должны быть вместе. Вы знаете, когда человек на чужбине, вот если ты прожил год-полтора где-то, вот то, о чем вы говорите сейчас, начинаешь чувствовать, когда слышишь родную речь. Вот именно те чувства пробуждает родная речь в человеке, когда ты долго не слышал родной язык. И вот ты его услышал, что-то родное, как будто ты дома, как будто ты в окружении своих родных, как будто ты в окружении своих взрослых. Да, это невозможно взвесить, это невозможно, наверное, сосчитать в деньгах. Невозможно сказать, что это мне дает, но это дает мне больше, чем могли, наверное, дать деньги, чем могли мне дать, чем могло мне дать что-то другое. Наверное, если мы, гагаузы, вот это будем ощущать, вот эту ценность, да, это же ценность большая, И вы очень правильно другого больше и не нужно. точно сказали. Эти вещи нельзя измерять в деньгах. Чувство – это вещь такая, которая плату за нее не дашь. Нету единицы измерения. В чувствах нет единицы измерения. Оно есть. И оно внутри. Порой не вмещается. Ты переживаешь. А эти переживания – это тоже любовь к родине, к языку. В человеке очень много прекрасного. Только нам надо стараться все это проявлять. Я проявлю, вы проявите. Смотришь, и букетик появится. Как А здорово. этот букет привлечет остальных. Как здорово. Мы тут до этого момента мы говорили уже и о языке, и о политике, и чуть о вашем отношении к этому. Вот следующий, ваш афоризм следующий, очень интересный, на мой взгляд. Давайте сейчас о нем поговорим. Ложь – это блюдо всех времен и народов. Политика – человеческая совесть, завернутая в доллар. В обмане много теплых дружеских объятий. Что это такое? Почему Давайте все завернуто вот так? В обмане это действительно много дружеских объятий. Без обмана нельзя. Обман – это соль, которая чуть подсолишь общение, оно становится вкусным. Вот есть человек честный, нет, здесь неправильно. Только скажешь, вот нет, не так. У вас речь не получается. Но когда ты чуть-чуть... А что такое ложь? А вы за ложь? Это мои сентименты, это мои чувства в избытке. Все то, что в избытке, это чуть-чуть ложь. Но это благородная ложь. Ты хороший, когда я делаю комплимент таким прекрасным дамам. Я, может быть, преувеличиваю, но преувеличиваю от избытка чувств. От того, что уважительно отношусь к вам, уважаю вас. Ничего плохого в этом нет. Но есть ложь обнаженная, она как лезвие ножа. Это очень... А если ложь как инструмент, основная политика, тогда как быть? Кстати, я вам хочу сказать, когда ложь в бессовестных руках, и этот бессовестный человек еще обладает умом, это очень опасно. Потому что большинство людей не вникает так глубоко. А он знает причину, он знает, куда ударить, он знает, как сделать, чтобы заманить. Все это заманивается. Это личная ответственность. И когда деньги перетягивают личную ответственность, получается беда, крах языка, крах всего. Ну, а давайте поговорим все-таки вот о роли денег, да. Я понимаю, что вы очень философски смотрите на все то, что вы берете за основу исследования, да, для того, чтобы написать одно, или для того, чтобы родилась одна цитата, либо один афоризм. И вот деньги, как, допустим, одна из составляющих, да, вот этого афоризма. А что такое деньги и почему ваше внимание приковано и к такому субъекту, скажем? Я вам говорил, повторю, у Федора Михайловича Достоевского есть, знаете, я вот смотрю на зеркало, я некрасивый. Нос какой-то у меня, лоб такой, залысина. Вообще я себе очень не нравлюсь. Но дайте мне 1 миллион, Да. и вы увидите, какой я красивый. Вы первый будете кричать, что я красивый. А что изменится? Деньги заставляют льстить,
заставляет приблизиться, а вось и мне что-то перепадет. Деньги – это страшная сила. Вообще, деньги от природы, они рассчитаны на благоразумие. Но, к сожалению, с деньгами благоразумие не приходит. Алчность захватывает человека, заглатывает его, как змей. Деньги тоже нужны. Как говорится, если у меня нет денег, я ругаю деньги. Скорее, в моем возрасте я более честен в этом смысле. Да, деньги нужны. Если бы у меня было много денег, я бы больше помогал детям, допустим, еще куда-то. Но это очень опасная вещь. Дальше еще многие не умеют пользоваться деньгами. Деньги – это остро наточенный нож, который даешь порой в руки ребенку, и он, не умея пользоваться, режет себе руки и вредит другим. Это все в природе должно быть очень отточено. А деньги Да. в политике или деньги политика? Давайте об этом поговорим, о такой взаимосвязи. Что за этим стоит? Связь одна. Один ответ прост и точен. Там, где нет денег, нет политики. Точка. А где политика? Там всегда есть деньги? Конечно. Конечно. Все просто. Потому что ты никого не поднимешь, даже со стола без денег. Сегодня очень такое практичное время, реалистичное. И люди стали хищно смотреть на время. Поэтому И что с этим делать, как вы думаете? с этим делать, увы, я не знаю что. Но я знаю, что это не совсем хорошо. Я вспоминаю свое детство. Вот. У нас не было много денег. Но какой-то уют в доме был. Какое-то тепло исходило. Что-то радостное. Я не проповедую такую жизнь. Я рад, что мы пришли к достатку. Мне природа наградила, я сумел сидеть, Софра, да? И сумел сегодня жить, когда у нас душ, туалет. Представляете, такие удобства. И я по-своему счастлив. Я счастлив тем, что у нас есть. Но я несчастлив тем, что кроется в головах людей. Я говорил, что когда я слышу где-то война, у меня вера в Бога начинает уходить. Почему? Понимаете, в моем понимании не должно быть войны. Как это так? Молится эта мать, которая послала сына на войну, а он умирает. Как этой матери объяснить? Какая вера может забрать ее боль, и какая мать не будет плакать? Поэтому я тут могу сказать, все и сам не понимаю. Это во мне некое чувство, которое, может быть, даже я и объяснить, но я его чувствую. И это боль большая и меня, особенно для тех родителей, которые теряют. Да, это такое страшное слово со страшными значениями, и мы живем в мире, где, да, никто из нас не думал, что подобное может повториться, но в мире не утихают войны, и это происходит совсем рядом с нами, и мы знаем, что именно война показала, насколько черствым может быть человек, и насколько человек может быть сердобольным, эмпатичным. И все эти чувства перемешались, смешались, и все это накладывается еще и на ту суровую жизнь, которую люди проживают. А вы говорите, что вы счастливы или вы удовлетворены тем, что вы жили в то время, когда Софрачик Таутурардык, бир чанактан епси ярдля, ама вардытё севинмек, вардытё кысмет, вардытё даянмак, вардытё аннамак, вардытё düşünmek birbirine. Да ечти күлә бер вакыда ачан hepsi var, душлар да var, hepsi var, ama nesi yok. En önemli iş То yok. есть достаток не делает человека счастливее? Знаете, что делает? Благодарность и совесть. Вот когда у вас есть чувство благодарности, мне есть с чем сравнить, как я жил и как. Ну, всегда. Ну, надо стремиться, надо стремиться. Просто дорога прогресса устлана, как говорят, костями. Понимаете? Посмотрите, как добывают благоденствие себе крупные сильные государства. Строят там перевороты, умирают люди. Перед деньгами, увы, никто не может ничего поделать. И когда он делает переворот, революции где-то, и
погибает куча людей. Понимаете, он как-то себе объясняет, наверное, это. Но я не знаю, как он объясняет. Я считаю, это, конечно, неправильно. И порой, когда минуты отчаяния у меня, мне даже подкрадывается мысль, может быть, мы на самом деле хищные, родились хищниками. Потому что тысячелетиями не заканчиваются войны. Я человек в возрасте, возможно, даже присущему моему возрасту быть более степенным, более благоразумным, мягким, добрым. В какой-то степени это так. Но в любом случае, я считаю, что, понимаете, пока в мире не будет боли, которая за кого-то, когда ты будешь... У меня есть даже притча. Помните, я вам читал эту притчу? Напомните, пожалуйста. Я сейчас ойнер топчазлан, kaçırır onu pınarçına. Çigider ağlama, tiyatü çıkar topçazı. Çeke paçasından. Babası bağlanıyor çatıyla, geri pınarçına, topçazı çıkarak düşüyor soğuk su içine. Ama çıkarır topçazı. Ondan sonra babası hastalanıyor. Uşak gene çekider ağlama. Sen niye ağlıyorsun kızım? Ben sana çıkardım topçazı. Tiyatü. Sen benim beterime hastalandın. Da babası diyor uşağım. Akşam bu dünyada hepsi çekecek hastalanma birbirinin için. O zaman Allah uzatacak bize kendi eline. Ne güzel. Bakın burada Allah içi dalavediyiz. Biz anladık hani sizin ailenizde dediniz hani iki türlü inan yaşardı. Bir evin altında, bir... Но var da anlaşmak. Var da anlaşmak. Da, Bu самый главный. Açan iki türlü da var anlaşmak. Это говорит о некоторой мудрости, я считаю. безусловно, да. Неже на мой өлі взгляд. олдыран біз аннашамырыз burada. Biz bir devlette yaşarız. Biz автономиямыздан сұрат var. Bize onu verdiler. Kolaylık ilerleme verdiler bize. Bizim hepsi elimizde var. Ne lazım diyene bizimce bir halk olalım takavi. Hani bizim dilimiz, kültürümüz, bizim kimliğimiz, gagavuzluğumuz ilerlesin. Nece olarak biz burada bulamayız da anlaşamayız bir küçücük devletin içinde, Moldova'nın içinde. Bakın, uşaklar, kim giydirir uşakları? Baba da ana. Kim yürüder uşakları? Kim doyurur onları? Kim verir onlara yaşamak? Hepsi çıkıdır baba anadan. Ben bir iş bileyim, bizde aşağıda ne? Pek çok kritika, laf, bağırışırlı, çekişirli. Nülam olsun hesap yukarıda. Fakat yukarıda olmayacak hesap bir şey Ama değişmeyecek. ikarkıyı ayrı insanla. Bizde var pek güzel bir sizin laflarınız bu üzere başkanlar için. То есть мы тут говорим о том, что вы говорите, власти должны понимать, что надо мудро руководить, но власть определяет, выбирают люди. Следовательно, тут заинтересованность в мудром управлении должна быть в первую очередь и от тех людей, кто избирает. Так ли? Я отвечу на вопрос своей цитатой. Давайте. Давайте. У нас Это есть На одна- гагаузском языке. Ben uzatmıyorum fikrimi. Ne anda yok onu kuvveti. Derin fikir şimdi buradan niye Şimdi geliyor? ben... Дело в том, что если я не разбираюсь в политике, а я не разбираюсь, так знаю поверхностно, и мне предлагают выбрать. Если я не знаю, как регулируется карбюратор на машине, а берусь регулировать, я ничего не сделаю. Это должен быть специалист, который умеет. И я полагаю, что наверху должны быть люди созревшие, прошедшие какой-то этап, пережившие, чтобы они могли уже... А вот эти выборы, я считаю, что выборы – это неправильное явление. Почему ты требуешь от простого меня, от простого того? Тот работает за станком, этот в колхозе. Говорит, выбери. Мне дают выбор человека, который я ни разу в жизни не видел. И только на основании то, что он сказал по телевизору. Но ясно, что он по телевизору скажет только хорошее. Даже я вас, сидя перед вами, я хочу сказать красиво. Мне можно говорить честно, я взрослый человек. Хочется понравиться. Так устроен человек. А здесь еще корысть. Он станет большим человеком с большими возможностями. И
в какой-то степени ничего удивительного нет. Но я считаю, что то, что выбирают люди, это мое субъективное мнение, наверное, оно неправильное. Неправильно. Должны выбирать специалисты. Люди, которые разбираются, экономисты, которые прекрасно разбираются в экономике. Они могут какую-то дорогу показать. А так... То есть вы считаете, что то, что мы имеем, возможно, нужно пересматривать что-то, потому что результаты выборов определяют, конечно, люди, потому что они голосуют, и получая ту или иную власть, мы получаем то, кого избрали люди. Следовательно, неподготовленность людей, правильно я вас понимаю, да, неподготовленность людей определять, кто из кандидатов может качественно занять ту или иную должность, мы голосуем вслепую. Потому что... Вот цитата. Да, вот ваша Красиво цитата. Вы написали, что запутался в сетях вопросительного знака. 30 лет выбираем, а башка на все нет и нет. Восклицательный знак в депрессии. Как так? 30 лет выбираем, а башка на все нет и нет. Как нет, скажут вам жители автономии? Это аллегорически, это Конечно. смысловое. Дело в том, что получается, что мы выбираем не тех. И если так долго мы выбираем не тех, давайте искать причину. То, что часто повторяется, это правило. Ну да. И вот надо разобраться в этом правиле. Я считаю, какая-то недоработка в выборах. Не знаю, мне кажется иногда, что я порой умнее их. Наверное, я заблуждаюсь. Но мне кажется, я продумал бы многое там. Я, конечно, наивен, может быть, я не спорю. Но мне так кажется. Мне кажется, если хорошо подумать, они найдут выход. Но, Василий Михайлович, никто же не решает вас, как гражданина, предложить что-то властям, неважно, городским, районным, центральным, президенту, спикеру, парламенту. Никто не мешает вам, как гражданину, что-то предлагать. Екатерина Федоровна, когда у меня нет погонов, очень тяжело предлагать. Когда у вас нет звания, нет хорошего места. То есть кому люди, кому приглядываются, кто значим, кто виден, кто влияет. Я считаю, что вы очень значимы своими этими мудрыми это так, мыслями. я вам скажу. Спасибо, конечно, но я с этим не совсем согласен. Потому что они откликаются не на таких, как я. Они стараются угодить друг другу, и когда угождают друг другу, и они друг друга проводят вверх. Ну, вы знаете, что я, например, заметила? Вот в этой студии мы неоднократно говорим о том, что, допустим, власти автономии мало используют гагаузский язык в своей работе. Вот, вы знаете, в последнее время стали замечать, что стали выходить и чаще использовать гагаузский язык, то есть стали слышать о том, что здесь говорят люди, не только мы, как ведущие, наши гости. То есть слово, которое сказано один раз, дважды, трижды, все-таки находит отражение в мыслях тех, кто находится у власти. И ваши слова, ваши вот эти высказывания, поддержанные многими людьми в нашем сообществе, они, конечно же, тоже влияют на тех, кто сегодня руководит нашим регионом. Да, и они приобрели бы большую силу, если бы вы высказали бы, если бы вы вышли бы. Понимаете, мне иногда кажется, Василий Михайлович, вы, конечно, и старше, и мудрее, и умнее, безусловно. Мы с Леной Федоровной пригласили вас для того, чтобы большее число людей познакомилось с вашим с вашим замечательным творчеством, которое, на наш взгляд, безусловно, будет в истории гагаузского творчества числится как такая кладезь мыслей. И если такие люди, как вы, высказываются, сегодня власть не услышала, но она завтра услышит. Вокруг вас соберется еще больше людей. И, может быть, таким образом только так работает демократия и гражданское общество, когда снизу помогают власти понять, что не туда идете, не то делаете, нам не это нужно. Первое. Если у вас будет возможность, передайте мою благодарность и поздравления, что начали говорить на гагаузском языке. Ну, это Лена Федоровна чуточку утрирует. Она имела в виду, что один из, вы, наверное, имели в виду Илья Узуна, если я понимаю, да? Недавно, впервые, за столько времени, конечно, он вдруг заговорил на литературном языке. То есть не просто как обычно говорящий гагауз, да, а вот как официальное лицо он сказал речь официально на литературном языке. И это было, приятно видеть и слышать, да. Отвечая на ваш вопрос, вы по-своему правы, что гражданское общество. Другой вопрос, мне лично не хватает лидерских качеств. И там я не силен,
и я смещаюсь туда, где мне комфортно и где я могу что-то сказать. Так устроен человек. Вы знаете, вы говорили о том, что ну вот мы выбираем. Почему мы выбираем? Почему мы доверяем? Опять у вас есть замечательнейшая цитата. Давайте мы ее прочитаем. Так, вот сейчас. «Я ложь, лезвием которого нарезают обещания длиною в гагаузию. Я на выборы иду, верю в милость Божию. Претенденты, как в бреду, истекают ложью. Терпеливое ухо избирателя». Пишите вы. И вот у меня море вопросов. Такая короткая цитата, у меня море вопросов. Скажите, вы считаете, что ложь, которую говорят жителям автономии, она длиной в Гагаузии, то есть 30 лет, все годы существования Гагаузии избиратели говорили только одну ложь? Они говорили не одну ложь. Часто мы говорим ложь, исходя из благородных чувств. Вы знаете, когда я еще не стал на престол, думаю, я сделаю столько хороших дел. Но как только приходит он туда, что-то быстро забывает. Поэтому я вам скажу, а что делать? Я разговаривал с одним, я говорю, yalan söylersin. Naşa pıymaçan yalan söylemediğine inanmıyorlar. İnanmıyorlar öyle. Şimdi öyle oldu hani bizde Ben politikacı açan var. söyleyeyim yalan diye, daha asla inanırlar, daha kolay. Niye ben onlara söyleyeyim doğru? Они мне будут Bilirsin, bana kalsa İyi siz kanatlar için söylediniz. Doğrunun kanatları kısa ama yalanın uzun. Onda yok ne sınır ne bir şey. Söyle ne kadar istersin. Ada ne kadar istersin. Hiç öyle oluyor hani yalana taizli inanırlar. Ben size söyleyeceğim. Necdet'in yalan öyle bir tatlı manca. Öyle mi? Вот. И onu yerken yalıyorsun parmaklarını. Yalanı. Onu kolay söylemeye yalıyorsun. Necdet'in o yok ama o olacak. Bende var. Bence olmasın da. Bence ol. Ben büyük kısmetli yokunca olayım. Sadim sabah. Niçin? Вот. Naş o yalan adama sabah. O da olmadı. Ama varınca olsun. O işin даже büyün bende kısmet orası kapıya ben onu görmeyeceğim. Ben onu her bir adam sabah. Ya sabah olacak kısmetli. Söyleyin hangi adam sabah güne bakmak kısmetli demek o точно olacak daha iyisiler. Öyle kurulu adam. Belki de böylesiler ben bilmiyorum. No yalan söyleyeceğim hani o da var yeri bu dünyada. Ola acıyanlı. Yoklama yalancı lafların çöplerini. Olacağını senin de gelecek vakitin, senin de olacak zorun. Вот к этой же цитате у меня такой вот вопрос. Вы говорите о том, что вы идете на выборы и верите в милость Божию. И у меня тут возник вопрос. Или вы доверяете вот эти выборы Богу, или вы уже смирились с тем, что ничего не изменится. Вот пойду проголосую как есть, но изменить ничего не смогу. Почему я верю в милость Божью? Ну, 30 лет сколько можно? Понимаете? Все приходит, когда ты не видишь результата. Нет такого результата, чтобы можно было сказать, как в Писании, да, это правда, это хорошо. Вот такого сегодня я не могу сказать. Я, конечно, не хочу сказать, что они плохие люди. Возможно, что-то от неуклюжести их ума. Возможно, нет каких-то навыков. Ну, естественно, влияет, конечно, денежные знаки очень серьезно. И все это, да, формирует то, что мы имеем на сегодня, и вот эта действительность отражается в ваших мыслях. Вот еще одна ваша мысль, которую я предложила бы нам с вами вокруг нее поговорить. Беда длиною в Гагаузию. Когда икону снимают с угла, на нее перестают молиться. Где нет единства, там место горю. Вы знаете, я в этом афоризме нахожу столько всего, которое откликается с тем, что сейчас проживает и переживает гагаузская автономия. И тут есть ключевое слово, мы говорили уже и о церкви, и о вере. И вот когда икону снимают с угла, это так понятно гагаузам. Мне кажется, это очень нам понятно, потому что в каждом доме у православного христианина всегда есть икона кандильджи, да? Раскройте, пожалуйста, что в этом, что вы закладываете в эту Я немножко по-иному мысль. заложил смысл. Ярчайший пример. Вы посмотрите, посадили гуцул,
как мы всегда любого руководителя быстро забываем. Стоит снять икону, поставить цари, богатые люди. Как только их нет на месте, все. Так устроен человек. А вот поставил икону в угол, все дищукерла, богатым, влиятельным, царям. Вот такая моя мысль. Мне подумалось, что вот для гагаузского народа, вот икона народа, икона нашего гагаузского народа, на которую мы должны были бы равняться, которая позволила бы нам стать сильнее, это что для вас? Не Вот, человек. может быть, дерзко я скажу. Вот. В какой-то степени эта икона находится вот между нами сейчас. В этой атмосфере, в этой боли. Вот о чем мы говорим, о чем хотим что-то исправить, чтобы изменить. Вот. Мне кажется, икона — это вот эта боль, которую мы переживаем. Я очень Согласна. надеюсь, что мы сумеем поднять икону с земли. Не согласна, потому что я думаю, что все-таки икона, да, но это не лицо, и не нужно идеализировать, не нужно поклоняться идолам, не нужно поклоняться людям, которые приходят, даже если они избраны нами с вами, они приходят на какой-то короткий срок времени, и у них очень четкие функциональные обязанности. Поэтому делать икону из лидеров этого точно делать не нужно, а вот икона, о которой вы говорите, она где-то между гражданами нашей страны, вот та идея, которая может нас всех объединить. И именно этот свой афоризм вы заканчиваете тем, что вы говорите: где нет единства, там место горю. И вот отсутствие этого единства, оно однозначно, мне кажется, сейчас в нашем молдавском обществе, гагаузском. Я хочу сказать, что у нас сейчас как раз нет единства, вот, мне кажется. И я, честно говоря, не знаю лекала, не знаю инструменты, которые могли бы вернуть это единство, которое вначале вспыхнуло очень хорошо, боролось, отвоевало. Вот. Вы говорите о 90-х годах? Да. Ну, честное слово, мне единственное, что печально, могу что сказать, у меня нет в умозаключении вот какой-то готовой формулы, которая позволила бы умножил, и она появилась. Понимаете? И здесь, скорее всего, когда нет единства, единство означает то, что все. То есть не один, один всех. И когда я был маленький, и мама молилась на иконы, вероятно, она что-то вложила. И я думаю, что в какой-то степени это повлияло и на мое мировоззрение, мое восприятие. Все взаимосвязано. Надо создать атмосферу в Гагаузии, он же ислэсн тёт чай, чекидерачма. Вот лям ислама, Лям дуйма, не лям ислама sevgi yüreklen. Вот. Вы говорили о том, что вас очень увлекают иконы. Можно узнать, почему и почему вы коллекционируете иконы? Я хочу сказать, что поклоняются самому совершенному, во всяком случае, такое оно представление в наших головах. И монахи, которые писали эти иконы, они писали с огромным чувством, они писали с огромным знанием. А вам хочу сказать, что монахи были очень образованными людьми. Это почти все мудрецы были. И когда он писал икону, он старался вложить в черты лица, чего он рисует, самое свое сокровенное, веру, чувство, культуру, все в совокупности. И, на мой взгляд, икона – самое явление совершенное в том смысле, что куда можно ориентироваться. Понимаете? Это кладезь, собрание всего на планете. Вот. И когда человек становится, единственное место, где он становится на колени, и смею вас уверить, когда у него горе, и он плачет и молится, это ни с чем не сравнимо. Потому что самое справедливое горе, оно бывает в каждом доме. Коркма çocuğum, bu dünyada kimse kahrсыз kalmayacak. Так устроен человек. И тот, кто думает, что без горя проживет жизнь, очень наивен. И добавлю, бабушка одна был
Kiritlungi. Diğer ben dua edeyim. Allah'ım versene bana bir yumuşacık kahır da o zaman bileceğim sen beni unutmayırsın. Böyle mi? Красиво сказано. Kahır doğru değil mi insan? Ama kahır yumuşacık olsun, Это anladınız как mı? напоминание. Это как прививочка. Это чтобы ты не увлекался, не улетал за края там. Ayrılmama topraktan öyle. Да, ayrılmама, красиво сказано. Ayrılmама Топран топрактан. землян. Василий Михайлович, у нас есть рубрика, которую мы называем «Люди говорят, что». У нас есть короткие вопросы, на которые мы попросим у вас коротких ответов и, безусловно, продолжим разговор. Дальше в студии друзья. Люди говорят, что единомышленники. Люди говорят, что... Люди говорят, что нельзя переименовывать улицы. Это история. Я говорю свое субъективное мнение. Это не обязательно, что я там, так кому-то предъявляю претензии. Мне кажется, что название улиц подсознательно носит воспитательное значение. И поэтому какие-то хорошие, допустим, имена надо давать. Это мое видение. То, что это типа стиль рекламы, которая вечно у вас перед глазами, оно действует на человека. На гагаузов подействовало бы, если бы появились улицы с именами гагаузских лидеров, героев, писателей, ученых? Я думаю, что подействовало бы, но не только это. Если в совокупности в этом направлении работать, возможно, будет успех, и он наверняка будет. Люди говорят, что автономии нужны новые элиты. Ну, то, что новые элиты нужны, конечно, это однозначно. Вот какие они, где их взять, понимаете? Человек что? Идет, пашет землю, удобряет, вот, и он надеется на урожай. Но он удобряет и получает урожай лучше, чем был. Я не знаю, как удобрять наше общество, чтобы у нас родилась достойная элита. Особенно в завтрашнем дне, учитывая тенденции сегодняшнего дня, когда появились новые приоритеты у молодежи, это быстрые заработки. Знаете, каждому человеку хочется быть богатым завтра, но не сегодня. Вот все, дай мне все. И это деды, наши родители, çocuğum bil, Алатлама явашчик, улчек епсижи, улчек. Да, просто человек так увлечен, как вот этот один мне рассказывал, ey дяду, авшам урдум bir adama, neyse, üte avşam sarhoştum vurdum birbirine, demiş çocuğum, bil, hani gelecek vakit urçıkla sağda. И hepsinin var kendi vakti öyle. Да. Как ведешь себя, так и получишь. И очень много зависит от общества. Очень многое. И мне кажется, что в нашем обществе можно найти хорошие ростки, собрать их, и они могут дать результаты. Yok çoban ani toplasın. Ленберг çoban. Люди говорят, что все-таки не понимают, что дает гагаузам автономия. Что дает память о моих родителях, которые вскормили? Я думаю, что на этот вопрос можно не отвечать. Оно дает все. Оно должно быть. Это мы, прошлое, земли наших отцов, прадедов, мысли их. Это все мы. И когда мы отрекаемся от этого, мы предаем их. И запомните, и себя тоже. Люди говорят, что жизнь никогда не была такой сложной, как сейчас. Хочу сказать, что жизнь никогда не была такой достаточной, как сейчас, сложной, да. Но дело в том, что нашим родителям сложно было пахать с лошадью, но они пахали. Я думаю, что надо принимать время, которое есть, идти вперед, сражаться за него. Очень красивая цитата древних. Воин должен драться, на чьей стороне будет победа, это не его дело. То есть задача работать, идти, созидать. Это непременно даст свои плоды. Люди говорят, что почти невозможно разобраться, где правда, а где ложь в речах политиков.
принципе, ее никогда не было возможности угадать, где она есть. Вот. Правда находится только в лживых словах. Ничего Только себе. правда, а через слово она несется. И верить или не верить, это как уже обыватель сам решает. И когда я был молодой и говорил девушке приятные слова, которые она недостойна, она охотно верила. Как это звучит мило. Люди говорят, что автономии не хватает лидеров. Вы что думаете? Ну, без лидеров, конечно, не бывает, но очень важно, чтобы лидер был достойный. Как разглядеть? Мы имеем глаза, но не видим. Мы имеем уши, не слышим. Мы даже имеем ум, но не можем разгадать, где сидит тот человек, который мог бы принести пользу нашей автономии. Конечно, многие скажут, вот, ты рассуждаешь там красиво, там, но сам что можешь сделать? Говорю, я не иду туда, потому что я не смогу осилить это дело. Как только я почувствую, что это смогу, я вижу так. Потому что есть люди сильнее, а там не только сила нужна, там деятельность, дерзость. Это должность, когда, вот как я говорю, там и ложь нужна, там все нужно в совокупности. Иначе вы, дяду, yalvarırım, yüreği bir söylemeye yalan, giderken doğru yoldan inseyemem doyurma uşakları. Не гюзель. Люди говорят, что не нужно так много говорить об этом гагаузском языке в автономии. Впустую, да. Понимаете? Часто бывает, что Türkçence sana asarla koyun sesinde cıngırda bütün gün o fayda getirmiyor. Но açan o gelecek, cınlayacak faydayla ne? O zaman olacak. Хочу сказать, что так мы любим спекулировать словами о любви, об автономии, но так спекулируют этими, как козырными картами. Вот. Ну, неприятно. Лает мерла долия. Понимаете, взрослые люди, семьи, шамбакой. Мне, допустим, всегда было стыдно, если я что-то так не сделал перед своими детьми. Я знаю, что такое воспитание. Воспитание – это как я говорю с женой, как я ем за столом, как я работаю, что я говорю, но не то, что учат в школе. Вот это воспитание. Да. Основа воспитания – это дом. Большей частью он проводит там. И там его корень, там его любовь, мать, отец, братья. В школе он приходит, да, дает дань, забирает знания. Там объем знаний. А здесь любовь. А вы знаете, вторую часть дискуссии я хотела бы начать, вот нельзя не заметить, в вашей биографии вы об этом тоже сами о себе сказали, что становиться на ноги вам помогли все-таки Достоевский и Гоголь, и почему это так, и что у этих двух мировых классиков есть такое, что помогло вам выработать вот такой какой-то свой путь в литературе. Федор Михайлович дал мне очень многое. Его стиль изложения, его мысли. Я чувствую, что очень много откликается мне в нем, во мне сейчас его. Он мне очень многое дал. Достоевский. Как про людей говорит, про жизнь. Тут дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. К сожалению, вот мы мечемся, мучаемся, и странно, что вся жизнь такова. И, наверное, в этой трудности надо все-таки жить, продолжать, учить детей, любить внуков, дорожить ими. И я вот, нам оставляет внуков, речь, я слышу, моя, иногда откликается остроумием у них. Вот. Я играю на гитаре, там романсик, что-то пою. И вы знаете, вот если маленький, даже не очень я хорошо играю, но я специально играю. И маленькая Глашенька, дедушка показывает на гитару. И мне это очень радостно, потому что песня, она, это чувство. Настраивает человека Настраивает. по-другому, да. Элемент воспитания.
Давайте вернемся еще к одному вашему высказыванию. Оно тоже касается Гагаузии, тоже касается той ситуации, в которой сейчас находится наша автономия. Вы пишете «сиротская доля автономии». Гагаузия страдает, немало есть причин. Как жаль, что не бывает на совести морщин. Восстань, человек, имя твое Гагауз. И вот с конца вот этой вот цитаты вашей фразы, вашего короткого произведения. А что для вас Гагауз? Вот я здесь поцеловал себе руку. Вот оно такое? мне очень близко. Понимаете, вот действительно, когда на совести будут морщины, это будет говорить о том, что в этом смысле мы живем, ищем. И через призму совести всем будет хорошо. Только всем может быть хорошо, когда участвует совесть. Но, знаете, как говорит, совестью богатство не наживешь. Поэтому девушка большей частью любит мужчин бессовестных. Какая хорошая параллель А вот по поводу от совести к жизни. имя твое Гагауз. Что в вас вот в этом имени? Все. И понимаете, вот Питковича песня, вот эта Гагаус Дудум, Гагаус Олчам. Очень красивые песни. Я считаю, Питкович это гениальный человек. Вот у нас в Гагаузии я преклоняю перед ним голову песнями. Это настоящий творческий человек, который... Вот про эти слова. Ну, понимаете, их можно расшифровывать целый день. Это все. Можно обо всем говорить. Но лаконичность изложения, вот мой стиль такой. Скажи одно предложение, и чтобы оно вмещало в себя огромное количество других. Ну вот давайте тогда вернемся ко второй части моего вопроса. Про Достоевского сказали, а вот Гоголь почему? И как Гоголь откликается в ваших вот этих замечательных афоризмах? Вы понимаете, я удивляюсь, конечно, но никто, как Гоголь, не раскрыл типажи людей так ярко. Собакевич, Ноздрев, Коробочка, Да. понимаете? Я считаю, что, ну, во всяком случае, для меня, так ярко, когда я читаю, я говорю, да, это правда. Вот когда ты читаешь и говоришь, да, это правда, вот это самое главное. Его изложение, его, как он описывает. Ну, я не могу нарадоваться. И я тоже очень много воспринимаю от него. Вот писатель, во всяком случае, Достоевским очень долго пользовался. И вот, и прошу прощения у Гоголя. Вот, в последние времена он мне больше помогает даже, чем Достоевский. Достоевский сложный писатель, очень сложный. Долго его читать даже опасно. Достоевского, да. Скажите, а юмор, ирония, сатира, вот все это есть в ваших афоризмах? И это нужно для чего? Вы намеренно это ищете и находите, или оно Вы понимаете? само появляется? Şen adam yaşayı öyle sansı dua eder Аллаха. То есть, ну не может быть счастливого человека без веселости души, без остроумия. Вот у нас в семье часто тоже там острим тонко, там мои дети такие. Вы ребятки. счастливый человек? А? Вы счастливый человек? Я счастливый человек. И не устаю говорить об этом. Другой скажет, может, кого-то я раздражаю. Наверняка раздражаю. Но во всяком случае говорю о себе, что когда садишься и думаешь о дне сегодняшнем, о дне прошедшем, и я смотрю, я вот говорю, спасибо, деточки хорошие, внучки хорошие, дети, вот сын. Что могу сказать? Мне очень приятно. Мы с сыновьями, Миша, Виктор Русевы, мы создали Гагаузское подворье. Может быть, частичка нашего останется. Я приложил немало усилий. Все мы приложили. Виктор вообще, он... Идейный такой- вдохновитель. Ну, такое красивое название вы придумали, Хакикат. Как родилось вот именно это название? Виктор. Вот. У Виктора, он остроумный, не глупый мальчик, очень скажу вам, и толковый мальчик. Вот он взял это, и мне приятно, что он несет часть моей души, это антикварное прошлое.
Вот. Что вы говорите, что если мы перенесли подвал, каждый камень Скелет-лонги, да? отметили и переложили у нас. И это, Чудо пожалуй, маленький. единственный случай на юге Молдовы, я не знаю, может, и... Вы знаете, очень часто можно среди нас, гагаузов, услышать вот такие вещи, что «Ой, я все старые фотографии выкинула, я не знаю», ну вот нет такой, или у большинства людей, скажем, да, нет такой тяги к тому, чтобы оберегать то, что было, я не знаю, достоянием этого рода или этой семьи. Ну, это может быть и сундук, и фотография, и какая-то там икона, и, может быть, какие-то другая домашняя там утварь. Почему в нас это так? А вы говорите, что вот дети поняли, что меня очень сильно влечет вот к этому прошлому, к вот этим вещам, которые говорят о нашем прошлом. Как это случилось? Вот как это происходит? Потому что это очень важно, мне кажется. Это то стержень, на котором может держаться, в общем-то, ну, любой народ. Наше прошлое есть наши корни. Наш стержень — это то, что мы на этом фундаменте прошлого стоим. Я сохранил бусы моей матери. Я сохранил вот этот ободочек, где висели алтын лифтлян, сейчас, правда, остались только мангарла. Мангарла не, лифт Поменьше, да? Мангар – это фальшивое золото, вот, которое было koyarlar büyük lift, ayağlarına koyarlar küçücük mangar. Güzel olsun olmalı. Да, смотрится красивее, как это самое. Вот. Я сохранил расческу матери. Вот эти, знаете, bir taraftan ufacıktı, bir taraftan damam tarat saçlarına. O da kemikten yapılıydı öyle. Onlar kemikten yapılıyor. Lostaf'ta da. Буйнуздан. Буйнуздан. Да. Сохранил отца кошелек дермантиновый, блокноты матери, блокноты отца, трудовые книжки. Блокноты, а что в И блокноте? я сохранил даже свой паспорт, который я попросил обратно. И старый паспорт, советский. Я очень бережно отношусь к прошлому. И даже сегодня мы с женой, она написала по какому-то адресу учиться игре на гитаре. Там высылаешь какую-то сумму денег. Это ее мать сделала, кстати. Чудеснейшая женщина. И там пристали напечатанные на машинке. Она у меня до сих пор дома. Ноты, как учиться, это самое. Я все сохраняю. Ну что это вам дает? Ну, не знаю, трепет какой-то. Вот, может быть, не всем это понятно, а для меня это очень ценно. Ну, Вот как раз мой вопрос об этом и был. Вот, но я вот, допустим, ну не только я, наверное, люди, которые едут в разные страны, видят, туристические зоны, они всегда делают, туристические места, вернее, являются визитными карточками очень многих стран и народов, да, и эти места собирают много людей, и таким образом люди познают ту или иную страну и ярче представляют себе, что за народ, там греки, турки, я не знаю, сейчас любой можем назвать народ, да, а у нас вот как-то, как-то мы не сконцентрировались на том, что наше прошлое может быть большим богатством. И поэтому, да, в Гагаузии есть музей. Слава богу, что последние годы, как мне кажется, да, музейное дело очень даже хорошо развивается. Очень хорошее. Иначе мы крепко. потеряли бы даже то, вот, Абсолютно. перебиваю вас, появилось много музеев, и люди охотно откликаются. Они собрали, это будет очень хорошее для будущего. Через 10 лет ничего, я собирал старинные камни, все, я объездил, ничего не осталось. Камни, Ялак, какие ялак. камни? Ялак. Şimdi siyirek bulacağım bir yalak. Ben burada bileyim ne anda yalaklar, durek, фонарла. Очень быстро уходят колодцы. Люди сейчас боятся пить с колодцев, только скотину кормят. Колодцы тоже уйдут. И хочу сказать, похвалить себя и моих детей. Мы создали гагаузское подворье и вложили туда душу. Это частичка того, что я уйду, а это останется. Это очень Ну вот эта связь поколений, которая объединяется вокруг того, что наше прошлое, это прошлое наших дедушек, бабушек, нас, как гагаузов, да, как вот это передать детям? Потому что мы видим явно, что есть разрыв между людьми старшего поколения, скажем, вашего поколения, и молодежью, которая не видит ценности в том, что это надо оберегать и сохранять. И, может быть, поэтому безолая стаювка
Скажу про свой личный опыт. Даже мой друг говорит, как это у вас получается? У нас, я не знаю, почему как-то у меня есть. Мы любим философство с детьми, там рассуждать о чем-то, знаете. И у нас какая-то вот традиция, бывает времена. Я переток шарап. Обязательно там подготовимся. И дети говорят, папа, лями апма переток адамчля. Адамчила, онясы. Это... И вот мы, это самое, начинаем там общаться, спорить, какие-то взгляды. И как-то находим, я не знаю, мне интересно, не знаю, насколько, раз они общаются, им тоже интересно. И вот даже мой друг говорит, мой сын никогда не со мной стакан даже вина не выпьет. Слава Богу, у меня мы с детьми, это очень важное качество. То есть чтобы вот не было коммуникация, разрыва, как да? вы сказали. И надо с детьми, и причем это дается и еще и через терпение, и мудрость родителей. Потому что у нас одна нехорошая привычка у родителей всегда поучать. Да, я мудрее своего ребенка, хотя бы потому, что я прожил больше. И я хочу, чтобы он тоже имел такой опыт, как и я. Так не бывает. Дайте ему поошибаться. Это неминуемо. А дети очень не любят, когда подсказывают, когда учат. Поэтому я ушел с этой колеи. Вот. И подсказываю в большей части, когда он спрашивает совета. Вот так вот. И вливаюсь там. Ну, это, я вам скажу, гибкость ума. Обязательно, И да? Вы хитрость знаете, должна быть. Это... Вот сейчас попался в глаза замечательный ваш афоризм. «Иду молчать, как и все умею врать, прячусь от людей и учу себя молчать в тишине полей». Целительное колебание тишины. Вам нужно молчать? Что вам это дает? Биндавар пил, да я его наизусть не помню, я скажу, и вы поймете мою мысль. Дяду Лумбабу Чекшерла. Ну, бабу, сейчас женщина имеет приоритет над мужчиной. Я по ноге дойор, супер, гетер, сильпалала и капалалара. Один день, второй. И, короче, он так устал, что пошел в лес, сделал бордейчик и живет там. Боже, тишина. И говорит, я там обнимаюсь с тенью деревьев, разговариваю с листвой. То есть отдыхает душа. И через 2 недели бабушка посылает внука. Приходит внук и говорит, дедушка, иди домой, бабушка ругается, такие слова говорит, тебе надо прийти домой срочно. Он говорит, сыночек, давай помолчим. Дедушка, что мне сказать бабушка? И он говорит, иди скажи бабушке, что деревья умеют молчать. И искусство молчать величайшее. И хочу сказать, что я очень люблю природу. Меня даже удивляется. Летом я всегда куда-то уезжаю. Мне старший сын говорит, ну а что? Я говорю, Витя, знаешь, вот я иногда еду, и я никогда не еду целенаправленно. Куда попадет? И мне кажется, что какой-то крутой поворот, что-то откроется мне, я что-то увижу. И вот этот процесс, и что-то я хватаю, вот какая-то мысль. Ну, во всяком случае, это для меня так. Для Вдохновения других людей вообще непонятно это. И я это не навязываю, это мое личное чувство. И это, через это, наверное, я и пишу. Вот, простите, Александра Федоровна, вы пишете, да? Как вы считаете, вот эти вот ваши мысли, они для чего? Для того, чтобы люди прочитали и приняли решение что-то делать? Для того, чтобы прочитали и что-то для себя уяснили? Вот что вы видите, для чего вы пишете? Конечно, я не знаю, как они повлияют на людей. Я очень надеюсь, что они повлияют хорошо, потому что я это от всего сердца пишу. И когда я пишу не только для них, я пишу и для себя тоже. И я очень надеюсь, что кто-то сядет, услышит и скажет, как наш Хелал. Больше слов мне не надо.
Скажите, но социальные сети, в которых вы выкладываете в том числе и свои видео на гагаузском языке, такая штука, что люди всегда комментируют, и бывают порой комментарии не совсем корректные, и оскорбительные, и унизительные, и похвальные, всякие. Вот какие комментарии чаще всего вы получаете, и как вы реагируете на комментарии? Я хочу об этом намеренно поговорить, потому что ваш, как мне кажется, философский взгляд очень важен здесь. Мы не раз в гагаузском обществе, да и в молдавском, да и вообще во всем мире понятно, что очень много агрессии, да, вот агрессивных отношений каких-то, какой-то дикой некорректности. И кажется, что все, что может объединять людей, люди наоборот своим языком разъединяют, ссорятся, конфликтуют. Ну и к чему это может привести? Вот комментарии — такая штука, когда люди больше конфликтуют. Человек написал свое мнение, он так думает, он так считает, это его мнение. И все комментарии, они могут либо вывести человека из того равновесия, в котором он создал, скажем, этот афоризм и опубликовал его для того, чтобы увидели люди. И можно вообще зациклиться, потому что, если люди этого вот так критично к этому относятся, то неужто я не имею права думать, подумает тот или иной человек. Вы как на это реагируете? Первое. Если вы обратите внимание и посмотрите, я никому не отвечаю. Это во мне решено раз и навсегда. Ответил, это продолжение конфликта. Или я никому не отвечаю, никаких комментариев не пишу, если вы обратили внимание. Первое. Человек пишет комментарий. Я вам скажу, что это очень важно. И когда тебя все хвалят, очень плохо. Понимаешь, ты мне скажи, я очень осторожно отношусь, потому что иному хочется мне похвалить, потому что мы родственники или друзья, или я не знаю, кто там, вот, кто-то искренне. Но есть разные люди. Мое мнение, что в комментариях не хватает культуры. Понимаете? Позволяют себе люди, если, допустим, он не понял, что там, он не знает, что пишет. Ну, может и так. Я же не сопротивляюсь. Ты имеешь мнение. Возможно, где-то ты и прав. Может, здесь я неудачно что-то написал. Я сказал. Ну, как оно прорастет, покажет общество. Я действительно посмотрела, что пишут люди под вашими видео, когда вы выставляете ваши короткие рассказы на гагаузском языке. И я заметила, что люди очень часто подхватывают вашу мысль. Было бы, наверное, правильно, если бы мы сейчас посмотрели одно из ваших видео, а я потом скажу, что люди написали под этим я, честно говоря, даже не знаю, вашим что пишут. Ну, сейчас и узнаете. сюжетом. Gece vakıdı köyün kenarında tilki saklı geriye bir avuçna. Savaşır çalma tavuk. Çorbacı duyar bu işi. Çıkar dışarı, çekeder kollama ardına. Geçmer çok vakit, tutar onu. Koversene beni gideyim kara. Bende hiç yok kabahat de tilki. Sen çorbacı bırakmışsın büyük delik kümesin altında. O işin bana sıra geldi girme orayı. Bizde kırda böyle geçer. Başka türlü yaşamayı bilmez. Siz insan, söyleyeyim doğru, deltaysla tilkiden. Bak ne olur komratta. Yazarla yeni zakonları. Bırakırla orada büyük delikler. O işin deputatlar uzadır yerlerini Gagauz'un cöbüne. Sen çorbacı bekleme, ben tilki olayım hesaplı. Gideyim doğru yoldan. Taysla tıka hepsi delikleri. O zaman bizim aramızda olmayacak çağrış, barış. Это настолько из жизни, что одна из жительниц нашей Гагаузии, Галина Данаже, она написала под этим видео, что «Бана гелер кимисра истипте оделиклер бракерлер». То есть мне кажется, что вот эти вот лазейки в законах 100%. иногда оставляют, зная, что это им понадобится. А сейчас мы с вами даже наблюдаем, что пытаются даже вернуться, если где-то залатали дыру. То есть не могут депутаты принимать законы после того, как закончился их мандат. Они решили, что можно вернуться назад и
опротестовать вот это вот свое решение, чтобы они опять получили право эти законы принимать. То есть получается, что вы смотрите очень глубоко своими вот этими маленькими рассказами. Прямо вот вглубь. Интересную вещь подметила Лена Федоровна. Сами пишут, потом сами отказываются от написанного. Потом, и все это называется действие ради установления каких-то законодательных норм. И это кроме как через юмор и сатиру, ну как на это посмотреть? Это бессовестное явление, как это, что еще говорить. Вот таким образом, как я написал, дыры оставляет, чтобы можно было взять. Все делается, я, насколько мало знаю, слышал даже, как говорите, искусственно что-то оставляет дыры, договаривается. Вот. Но на людях они святые. Печально, конечно, что это есть. Я просто, понимаете, я в своем мышлении обнаружил эти дыры. Но они, как говорят, до сих пор остались, к сожалению. Можно узнать, какие дыры, о каких дырах речь? Нет, ну, дыры, откуда утекают гаговские деньги, понимаете? Что такое закон? Я никогда его не напишу во вред себе. Если от меня зависит закон, он мне не повредит точно. Точка. И это они знают. Конечно, он против себя писать не будет. Конечно, там они умные люди, они находят такие обороты, они отшлифовывают все, чтобы это не было явно видно. Но... давайте вот говорим уже и о дырах в законе, через такую вашу замечательную, как мне кажется, видео, которое вы делаете. И тут бросается в глаза один момент. Вот человек, который увлекается литературой, публицистикой, словом, и вдруг вы не просто пишете, а вы еще это видео делаете. Вот это же надо готовиться, это надо подготавливать себя. У вас замечательная дикция, замечательная гоголская речь. У вас очень хорошее подготовленное литературное слово, скажем, да? На это уходит много времени. Для чего вы это делаете? Что вам это дает? Вы знаете, в ресторане вот кусочек мяса позарил, поставил, кушаешь грязный, а в ресторане как ее подует. Официантка, бабочка, коротенькая юбка, несет зелень. Очень многое зависит от подачи. Поэтому я долгое время работал над дикцией, перед зеркалом даже. Искал интонации. Это искусство, это, потому что если я скажу, что вот да, Давид, ты калмыш делик, то не понимаете. Вся Аннамочка. Аннамочка. Когда я стараюсь читать медленно, чтобы окончание слова было слышно до когда, понимаете? И когда ты медленно читаешь, я вот имею привычку в конце некого слова паузу сделать, и вот человек стоит как, я его говорю, и тогда хорошо впитывается. Ну, смотрите, вы это делаете с удовольствием, это видно. Вы это делаете с радостью, это тоже видно, когда я смотрю ваше видео. Вы это делаете ли в том числе для того, чтобы помочь кому-то понять то, что вы уже поняли и пытаетесь передать? Конечно. Все то, что мы пишем, конечно, мы хотим донести. Мы хотим, чтобы услышали. Мы хотим, чтобы вобрали в себя. И что-то, ну, какое маленькое зернышко проросло там. Ну, я корыстный человек. Я извлекаю выгоды из своих притч. Оно меня омолаживает. Да. Оно меня поднимает настроение. Мне кажется, что во мне больше сил. Творчество очень интересная штука. И когда получается, вот как вы говорите, крылья, когда хотя бы мне в таком возрасте не скромно крыльями лететь, но я лечу. Скажите, вот все ваше творчество говорит о том, что вы очень остро реагируете на все то, что происходит вокруг. Но вы живете в Чедерлунге, рядом соседи, жители города. Они также остро воспринимают все то, что происходит в Гагаузии, или нет? Я вам скажу, что большей частью люди безразличны, но воспринимают на таком низком уровне, простом, в виде возмущений, мата, в такой простой форме амебы, которая сотрясает воздух, но ничего не дает.
То есть как бы масса возмущается, но нету силы, которая, чтобы взяла это массовое волнение и повела. Волнуются все. И я вам скажу, что недовольных, ну, 80% точно есть. А можете сказать, чем люди недовольны? Вот что вам видно, чем люди недовольны? И вот интересно, мне даже, Ксения Федоровна, простите, продолжу ваш вопрос. Какие проблемы видят в самой Гагаузии? Мы знаем, что очень много недовольства по отношению к центральным властям. А вот по отношению к депутатам, к работе депутатов в Народном собрании Гагаузии, по отношению к исполнительному комитету, по отношению к работе Башкана. Ну, я вам скажу, что для начала возмущение – это часть каждого из нас. Возмущаться легко. Возмущается, когда человек, он заявляет о себе. Это мое «я». Это потребность. Но большей частью люди возмущаются неумело, неграмотно. Понимаете? Возмущение, если правильно он же yapıyorsun yakın her yerde yapıyorsun bir imecik bence bana sikmeyeceksin yalayısın пармакла. Некому вести эти массы. Я считаю, что люди, большей части, конечно, правы, но не умеют подать это. И, конечно, люди не организованы. И я сам, у меня есть цитата. Вот. Да, пожалуйста. Я пенсионер. Живу в достатке, но возмущаюсь. Интересно, что мне надо? Понимаете? А что, пенсионеру ничего не надо? Секундочку. Я понял, что нам всегда все надо. И не возьмите самого богатого человека, и он скажет, что у него есть проблемы, что ему надо это, надо. То есть слово «надо» присутствует в каждом из нас всегда. И ничего, никакие деньги, никакие блага вам все равно надо будет. Вот. Скажите, что мне надо. Мне весь мир нужен. Так устроен человек. Вот весь мир, македонский, там были, властвовали. Говорит, Цезарь, у тебя голубая кровь. И он говорит, посмотрите, моя кровь такая же красная, как и у всех. То есть очень много связано в жизни таких küçükler adımı природа. Сама природа И o zaman человека. öyle çıkıyor hani biz kendi kendimizi bilmeyiz diye bitkiyadan. Bundan mı проблемалар Первое, çıkarıyoruz? конечно, бельмерис. Думаете, я до конца знаю? И у Федора Михайловича Достоевского играли в игру. Давайте каждый расскажет свой самый дурной поступок в жизни. И оказалось, что все рассказали только хорошие. Понимаете, человек выпячивает себя только в хорошем смысле. Человек считает себя самым лучшим, самым правильным, самым справедливым. И у меня есть сосед, и он мне подарил одну притчу. Каждый раз, когда я его встречаю, он приветлив, улыбается. У него в доме воды нет. Возможно, там есть какие-то отклонения. Я не специалист. Но я хочу сказать, что я всегда с такими людьми общаюсь, спрашиваю. Я люблю сближаться с такими людьми. И он такой добродушный, такой, ну просто меня поражает. И потом я сочинил притчу, тоже она есть там где-то. Kısmet, если одной строчкой. Kısmet yaşar adamın kafasında ama dil cebinde. Вот. Diğer bu komşu var, parası var. Понимаете, всякие люди. И вот диль кısmet. Кısmet все-таки надо, чтобы ты решил для себя через свою благодарность, что спасибо на сегодняшний день. Да, я желаю завтра больше. Да, я желаю достичь. Но наши желания бесконечности, об этом надо знать, да и мы знаем. Вот. И как бы, что мне надо, не знаю, все надо. Вот так мы устроены. Мы тут говорили о разных вещах, да, и сквозь ваши афоризмы мы разговор вели и о политике, и о деньгах, и о корысти, и о счастье. Вот молитва и благодарность, что выбираете? Я выбираю благодарность. Молитва более пассивное явление, благодарность, она более живая. Потому что молитва – это надежда на кого-то, а благодарность – это твоя благодарность, это часть тебя.
это твоя благодарность, это уважение, это желание добра. То есть это живое воплощение твоего «я». Молитва это, понимаете, немножко и нечестная, я не согласен. Все просят у Бога все. То есть не приложив усилий, дай мне это, дай мне. Я говорю, как иногда, как Бог терпит все это. Понимаете, все только дай. Никто не протянет вот нас, а только дай. Мне кажется, что в молитве не всегда все честно. А давайте переведем вот сказанное вами сейчас на жизнь Гагаузской автономии. Вот за что жители Гагаузской автономии могут и должны быть благодарны вот в такой жизни, в которой которую мы сегодня проживаем, и в тех ситуациях, в которых мы сегодня оказались. И есть ли место благодарности, если да, за что? Мне кажется, есть место благодарности в том смысле, что есть автономия. Это первая благодарность. Другой вопрос, что я считаю, не берусь говорить, что я прав, не сумели воспользоваться тем, что дали автономию. Понимаете, бить себя в грудь, кричать. Да, может быть, центр часто бывал неправ, но для этого существует дипломатия, тонкости, разные формы. Не обязательно кричать, можно договориться, где-то уступить ты, где-то он. Ну, так в мире делается. Все равно находят консенсус, который устраивает. Но когда мы ругаем кого-то, собирается больше людей. Когда мы хвалим, половины даже нет. И за счет этого поднимает всех людей. Вот, обижает Гагаузию. Я не спорю, что не обижает. Возможно, что-то и есть там. Я не специалист, какие-то распри. Но то, что есть в Гагаузии, я думаю, это достойно благодарности. Вы знаете, простите, мне прям вашими афоризмами захотелось заговорить. То есть, если кричат, то это сигнал о том, что договариваться не хотят. Да, да. Но, потому что это самый воинствующий вариант, который несет много трагедий. Лучше долго договариваться, чем вот так вот кричать. Я считаю, это не решение вопроса. Ну, возможно, там они там тоньше понимают эти вещи. Я вижу так. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы видите и как вы это видите. Вы это пишете и даете возможности нам, людям не настолько искушенным в том, чтобы так кратко, лаконично и емко вписывать свои мысли в такие короткие афоризмы, даете возможность и нам их изучать, видеть. Hem de ta bin sıra sağ olasınız. Hani bunu yapıyorsunuz hem Gagavuz dilinde hem yapıyorsunuz onları YouTube kanalda da çok geniş dünyada bulunan insanlar ki hani Gagavuzlar isterler işitmeye ta güzel, akıllı, fikirli laf eden Gagavuz dilinde Gagavuzları te varınca sizin fikirlerinizi seslesinler, işitsinler hem de sevinsinler. Varınca ben bitkide benim любимый притчами söyleyeyim. Mutlak. Buyurun. Kardeşler anlaşamır. Yumrukla vurarlı göğsüne ağrırlı doğruluk. Dadu kısa da vaktin içinde toplar onları kendi evinde. Söyler laf. Ben çok yaşadım bu dünyada. Oldu her türlü. Sevindim. Gözümden damladı kahır. Ağırda imerdim doyunca. İşledim sıcak havada. İşledim soğuk havada. Büyük yaşlarım hem beyaz sakallarım verir bana yön çıkma size karşı yardımcı lafla. Sesleyin beni Gagavuzya uşaklarım. Bir küçük taş vermer bir şey. Ama açan taşlar toplu anlaşmakla. Bramerla yıkılsın derin pınar. Onun suyunu içer uşakların uşakları. Sağ olasınız. Bu güzel notada da başaralım bu güzel kolverimi benim hesabıma göre. Sağ olun siz. Sağ olun, Ань, buldunuz vakit. На русском скажу, что мне было очень приятно общаться с вами. Вы задаете интересные вопросы, и у вас интересная манера общения. Спасибо большое. Ну, друзья, а мы на этом, я, Екатерина Жекова, И я, Елена Карамет. ставим точку, говорим вам тоже спасибо за то, что вы это время провели с нами. Ну и, конечно, мы не будем здесь говорить сейчас про лайки, потому что очень хорошо свое мнение о лайках сказал наш гость, и очень много интересных мыслей он еще высказал в этой студии, поэтому порекомендуйте своим друзьям вернуться к этому видео и посмотреть его на двух языках, на гагаузском и на русском. Оставайтесь с нами, до встречи.
Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.